пишем? Главная задача профилактических мероприятий – это информирование, это проведение информационно-разъяснительной работы среди водителей двухколесной техники. А именно, многие велосипедисты порой либо от незнания, либо специально нарушают требования правил дорожного движения, переезжают дорогу по пешеходному переходу, тогда как нужно обязательно перед тем, как пересекать дорогу по пешеходному переходу, либо любой выезд из прилегающей территории, обязательно спешиться и переходить дорогу пешком. В свою очередь, велосипедисты до 7-летнего возраста должны обязательно передвигаться вместе со взрослыми на пешеходных дорожках, велопешеходных дорожках, в пределах пешеходных зон. От 7 до 14 лет велосипедисты имеют право двигаться самостоятельно, но в пределах пешеходных зон, на велопешеходных дорожках, либо пешеходных дорожках, а именно по тротуару, например, у нас в Сыктывкаре, поскольку у нас инфраструктура для велосипедистов пока не предусмотрена, скажем так. В свою очередь, велосипедистам старше 14-летнего возраста разрешается двигаться по проезжей части дороги, однако согласно требованиям правил дорожного движения, поскольку велосипед – это транспортное средство, и водитель, управляющий велосипедом, должен придерживаться всех требований правил дорожного движения, как водитель транспортного средства. Двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, на перекрестках, имеющих более одной полосы для движения, поворот налево запрещен. Если перекресток имеет по одной полосе движения в том и перпендикулярном направлении, тогда поворот налево разрешен. Ну и, соответственно, направо поворот и в прямом направлении также разрешается двигаться. Обязательно рекомендуем всем велосипедистам использовать пассивные элементы безопасности, а это перчатки, наколенники, налободники, велошлемы, которые помогут уберечь здоровье и предотвратят получение ссадин велосипедистами при даже элементарном падении с велосипедами. Кроме того, хотелось бы обратиться к водителям транспортных средств, поскольку с наступлением весеннего сезона водители за зиму отвыкли от прохождения водителей двухколесной техники на дорогах города Сыктывкара, поэтому нужно быть предельно внимательным и не лишнее посмотреть в зеркало заднего вида при осуществлении какого-либо маневра. Вот эти шлемы, там перчатки даже не обязательно, это как бы рекомендация. Я так и сказала. Все, главное, создается от базы данных. При УВД города Сыктывкара имеется база данных угнанного и похищенного транспорта, куда вносятся сведения о велосипеде, а именно идентификационный номер велосипеда, который располагается на нижней части рамы, марка, модель, цвет, ну и фамилия, имя, отчество владельца, а также контактный телефон. Если у человека, купившего велосипед, есть желание внести эту информацию в базу данных, можно обратиться к любому сотруднику полиции, и на основании предоставленных сведений эта информация будет внесена в эту базу данных. Поскольку если происходит кража велосипеда, порой владелец не сразу может сориентироваться в поиске документов, и предоставить информацию о идентификационном номере на велосипеде, поскольку, допустим, одной марки модели велосипедов очень много в городе, и мы можем найти велосипед, похищенный только по идентификационному номеру, который уже будет в базе данных, и это облегчит впоследствии поиски.